Привет, это Крым Реалии, я Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о том, как в аннексированном Крыму реагируют на сочетание желтого и голубого цветов, как случайные, так и не совсем случайные. Поговорим о борьбе с проявлениями украинской идентичности, с антивоенным протестом в аннексированном Крыму и о ситуации с правами человека на полуострове в целом. В Керчи новогоднее оформление центральной части города стало причиной скандала из-за сочетания желтого и голубого цветов в иллюминации, в котором сторонники российских властей усмотрели цвета государственного флага Украины. Очень скоро после того, как издание «Керчь-Инфо» опубликовало вот это видео аллеи гирлянд на улице Кирова, пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов обнаружил, что еще и шары на елке желтые и голубые. Позже он со ссылкой на свои источники в российском Совмине Крыма сообщил, что подсветка на аллее отключена и будет заменена, а в российской администрации Керчи якобы проводится внутренняя проверка. Издание «Керчь-Инфо» видео со своего канала удалило и сообщило со ссылкой на пресс-службу российской администрации Керчи, что никакой проверки не проводится, а шары на елке, цитата, установлены так, что синий и желтый не соприкасаются. Конец цитаты. Касательно цвета гирлянд, там сообщили, что, еще одна цитата, прислушаются к замечаниям горожан и исправят ситуацию. Главному редактору сайта пришлось опубликовать даже технический паспорт, изготовленных в Краснодаре гирлянд, чтобы доказать, что светились они не желтым и голубым цветами, а теплым белым и холодным белым. Мы пытались дозвониться в редакцию сайта Керчь-Инфо, но там трубку не взяли. Поговорим об этой ситуации, в том числе с Ириной Седовой, правозащитницей, которая до российской оккупации Крыма жила в Керчи. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте поговорим о реакции российских властей Керчи и местных медиа. Скандал, можно сказать, что на ровном месте, да, но с другой стороны, такая яркая реакция на, казалось бы, случайное сочетание цветов или даже оттенков, она тоже может быть показательной. Ну, я считаю, что это абсурдная абсолютно ситуация, пытаться запретить цвета, какие-то цвета радуги, да, просто потому что настолько оккупационные власти боятся уже украинской символики, что даже дуют на воду, да, и видят уже в елочных шарах какую-то угрозу. То есть это можно назвать это крайним проявлением ненависти ко всему украинскому с точки зрения как раз вот этих медиа, которые пишут такие статьи, да, или этого блогера Талипова, который, кроме того, что он сейчас придирается к национальной, видит везде национальную символику Украины и требует ее снять, он еще и замечен в том, что он системно разжигает ненависть к украинцам в своих блогах. И, насколько я знаю, даже прокуратура открыла уголовное дело по одному из его высказываний и подозревают его, что он даже может подстрекать к геноциду украинцев. Поэтому это абсолютно абсурдная ситуация, и, к сожалению, она не единственная. Недавно был случай, когда пытались запретить песню «Червона калина», да, и даже штрафовали человека и преследовали его за то, что, ну, людей, которые на свадьбе включили эту песню. Поэтому это все как бы складывается в один пазл, который может свидетельствовать о системной политике разжигания ненависти к украинцам, Украине и всему украинскому, и преследования тех, кто пытается поддерживать Украину таким или иным способом. Поэтому это очень печальная ситуация, и нужно, конечно же, фиксировать все эти факты и объединять их в одно большое расследование, чтобы потом привлекать к ответственности тех, кто совершал какие-то преступления, именно преследуя людей за украинскую идентичность. Но эта ситуация, она скорее больше комичная, потому что здесь никто не пострадал, ну, кроме, наверное, очередной капли в массивное разжигание ненависти, которая была вылита в медиа, и в частности, скорее всего, я не читала эти комментарии под этими постами Талибова, но скорее всего, что там разжигалась масштабная ненависть, и там, возможно, даже можно найти следы преступления, просто нужно изучить это. Давайте поговорим о том, насколько системным в Крыму стало вот такое преследование за проявление украинской идентичности, за демонстрацию сочетания желтого и голубого цветов. От этой системы, получается, уже и страдают те, кто никаких проукраинских позиций и не проявлял. Да? Давайте поговорим об этом, насколько широко, да, разрослась вот эта вот система преследования.
Ну, смотрите, началось все, я помню, был случай, когда Игоря Мовенко побили, да, за то, что у него был флажок Азова на велосипеде, очень жестко. Это еще было до вторжения полномасштабного. Сейчас, после полномасштабного вторжения, открыли новую статью 20.3.3 Административного кодекса РФ, которая активно применяется сейчас в Крыму, дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Так вот, я изучала решения судов, которые они публикуют на своем сайте, да, по этой статье, когда они штрафуют людей за дискредитацию вооруженных сил. Так вот, в основном эти штрафы как раз против людей, которые публично тем или иным способом пытались отстаивать проукраинскую позицию. Говорить, что российские солдаты на оккупированных ими территориях Украины сочиняют военные злочины, да? Что они преступники, что они убийцы, мародеры. То есть, потому что эти утверждения базируются на фактах, которые обнародованы и которые регулярно собирают правозащитники, правоохранительные органы, не только украинские, но и международные. И люди пытались таким образом выразить свою позицию. Так вот, людей штрафуют системно, наказывают за то, что они просто пытаются говорить правду и говорить, что Украина пострадала в этой войне, что она не виновата в том, что эта война началась, что эта война ну, объявлена абсолютно незаконная и без всяких причин начата Российской Федерации. Единственная причина – это уничтожение всего украинского и украинцев в том числе. Да, то есть политика геноцидная. Поэтому за такие высказывания, к сожалению, людей системно преследуют. И можно уже говорить о том, что несколько сотен таких решений оккупационных судов есть о том, что преследуют за дискредитацию вооруженных сил, в том числе в которых в этих высказываниях выражается проукраинская позиция. Сейчас ФСБ открыла в Симферополе СИЗО-2, куда они свозят всех гражданских, похищенных на вновь оккупированных территориях, насколько у нас есть такая информация. Большинство этих гражданских были похищены, и они стали жертвами насильственных исчезновений в Херсонской области, Запорожской области, как раз за свою проукраинскую позицию. Это люди, которые были представителями местных властей, украинских, да, которые открыто выражали свой протест против оккупации. Это волонтеры, которые помогали украинским гражданам, да, у которых была какая-то украинская символика. Это люди, которые выходили на мирные протесты против оккупантов. Они сейчас, многие из них сейчас задержаны, сидят в СИЗО-2, и Российская Федерация не только их насильственно выкрала, она еще и отказывает адвокатам, отказывается на запросы адвокатов отвечать и признаваться, что эти люди. И это вопиющие случаи жестких, жестоких уголовных преступлений, которые совершаются над этими людьми пострадавшими. Да, Я вот понимаю, сейчас, что в условиях если там списки. полномасштабной войны уточнить какие-то данные, наверное, не представляется возможным, но есть ли понимание хотя бы, о каком порядке цифр идет, сколько человек могли вот таким образом быть перемещены на территорию Ну, я Крыма? думаю, что сейчас в СИЗО-2, по нашим данным, сидит более 100 человек гражданских. То есть это не военнопленные. Это гражданские люди, которых некоторых они называют террористами, некоторых они называют диверсантами, ну, придумывают различные уголовные дела им. То есть военнопленные содержатся отдельно, насколько я знаю, их сейчас частично вывезли уже на территорию Российской Федерации. А вот эти гражданские, которых похищали системно вот эти все 9 месяцев, да, они сейчас на них пытаются слепить вот эти уголовные дела за терроризм, диверсию, а по факту за украинскую идентичность, про украинскую позицию. Можно так сказать, потому что в наших списках как раз волонтеры, активисты, и вот эти фамилии, которые я знаю, это люди, как раз представители гражданского общества, которые имели четко выраженную публичную проукраинскую позицию, и именно за это они были похищены. И сейчас перемещены в Перми. Проукраински настроенные люди остаются не только на территориях Украины, которые были захвачены в ходе полномасштабного вторжения в 2022 году, они остаются и на территории Крымского полуострова. 22 декабря в селе Межводное на западе Крыма неизвестные подняли флаг Украины. Вот давайте поговорим о том, как много было таких случаев за почти 9 лет попытки аннексии Крыма и какова тенденция вот эти выявления, да, какой-то проукраинской позиции, попытка, например, да, флаг вывесить, насколько часто это можно было видеть в Крыму и какие тенденции мы видим сейчас? Ну, делалось все, чтобы максимально запугать людей, чтобы они не выражали свою позицию. Да. Писали, я помню, одной женщине на воротах гаража: «Ты бандеровка, мы тебя уничтожим», угрожали. Дело Владимира Балуха мы все прекрасно помним, да, которого как раз именно за то, что он вывесил украинский флаг, потом посадили и тоже сфальсифицировали уголовное дело в отношении.
То есть сейчас, когда началась уже полномасштабная война, у жителей Крыма, которые все эти годы скрывали свою проукраинскую позицию, появилась надежда. И, насколько я понимаю, активизировался и партизанский рух. И я сейчас вижу, что в соцсетях часто публикуют фотографии, что кто-то рисует граффити в национальных цветах украинских, да, флаги, там какие-то надписи. То есть люди как-то пытаются выражать свой протест. Опять же, в этих уголовных делах в этих административных делах по дискредитации вооруженных сил как раз и тоже люди некоторые выходили за мир в Украине с надписью там «Нет войне», да, то есть они пытались как-то проявить себя, проявить свою позицию. Но это все жестко пресекается и делается максимальные репрессии для того, чтобы запугать людей, потому что оккупанты прекрасно понимают, что если будет расти народное сопротивление на территории Крыма, то наша победа наступит гораздо быстрее, и украинская армия гораздо быстрее выйдет в Крым. Поэтому они сейчас максимально стараются совершать давление и прессинг на мирное население, которое имеет проукраинскую позицию, чтобы оно его даже не пыталось публично проявлять, к сожалению. Спасибо. С нами на связи была правозащитница Ирина Седова, которая до российской оккупации Крыма жила и работала в Крыму. Далее мы поговорим о ситуации с правами человека в аннексированном в Крыму в целом. В Страсбурге прошел круглый стол, посвященный ситуации с правами человека на полуострове. Озвученная в ходе мероприятия информация войдет в новый отчет Генсекретаря Совета Европы по ситуации в Крыму. С нами на связи глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, здравствуйте. Какие ключевые проблемы и тенденции обсуждались во время этого круглого стола, на которые обратили особое внимание его участники? Но, как вы знаете, в текущем году был первый секретаря Совета Европы, и теперь, в соответствии с ранее принятыми парламентской ассамблеей Совета Европы решениями, генеральный секретарь этой организации ежегодно предоставляет доклад о правах человека в Крыму. И, как вы сказали, вот круглый стол, который днями состоялся с участием и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, Меджлиса крымско-татарского народа, ряда правозащитных организаций и круглый стол, организованный секретариатом генерального секретаря. Мы обсуждали вопросы подготовки нового доклада. Он, скорее всего, будет опубликован где-то до мая, накануне мая 2023 года. Разумеется, участники говорили о наиболее проблемах в сфере прав человека, и здесь новыми сюжетами были те, которые связаны с новооккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей, поскольку граждан Украины, незаконно задержанных, арестованных или даже похищенных на этих территориях, их перемещали в Крым. И в Крыму российские каратели построили второе СИЗО. И там держат этих людей в качестве заложников. Мы говорили о новых вызовах, связанных с распространением на оккупированную территорию Крыма мобилизации в российскую армию. Само по себе это является нарушением международного права, но мы же понимаем, что Россия давно уже перестала следовать международному праву. Очень много внимания было уделено и были достаточно единодушные участники этого круглого стола, по крайней мере со стороны Украины, в отношении заселения оккупированного Крыма гражданами России. И здесь тоже высказывались предложения по, скажем так, деколонизации Крыма с момента его освобождения. Подробнее попрошу рассказать о том, насколько важна эта площадка для Украины и Крыма. Вы уже говорили о том, что вот эта информация, которая была озвучена, она будет принята в дальнейшем в работу, она войдет в отчет Генерального секретаря Совета Европы. Вот в какие решения в итоге может трансформироваться та информация, которая поступила из Крыма и была озвучена в Страсбурге?
Ну, смотрите, мы же представляем, что все международные институции, в частности европейские, те, которые призваны предотвращать конфликты или минимизировать результаты, последствия тех или иных социальных катаклизмов, они между собой очень связаны. И поэтому подготовка доклада генерального секретаря Совета Европы обязательно материалы, сюжеты, может быть, где-то и выводы, которые будут отражаться в этом докладе, они обязательно будут корреспондироваться с материалами других европейских организаций, в частности, Европейского Союза или ОБСЕ, как международной организации. Недавно в Генеральной Ассамблее ООН была проголосована резолюция в части прав человека в оккупированном Крыму. И эта резолюция, ну, очень объемная, 28 страниц. И, и, как мне представляется, она охватила в себе связанные с нарушением прав и преследований граждан Украины, незаконным их осуждением на оккупированных территориях. Соответственно, материалы, которые мы предоставили, или выводы, ну, которые с нашей точки зрения должны быть обязательно вноситься в доклад генерального секретаря, в общем-то, направлены на то, чтобы в совокупности все эти решения приближали освобождение Крыма. Мы понимаем, что на фоне войны после 24 февраля практически уже отсутствуют будь какие инструменты для того, чтобы минимизировать гонения в Крыму или воздействовать на российских карателей. Но, тем не менее, сама по себе фиксация тщательная всех нарушений и наработка заключений гарантирует наказание тех, кто нарушает права человека. Поэтому мы говорили на этом круглом столе о важности продвижения идеи о создании специального трибунала, международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершаемых Россией на территории Украины. Раз уж мы затронули голосование Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию по ситуации в Крыму, какое ваше впечатление, насколько изменилась поддержка Украины в течение уже почти 9 лет российской попытки аннексии Крымского полуострова? Как меняется количество стран, которые голосуют за эти резолюции? Ну, немного добавилось. 82 государства проголосовали за, но меня обрадовала другая категория государств, 6 государств, если я сейчас не ошибаюсь, которые, в общем-то, в этом году, из тех, которые в прошлом году проголосовали против этой резолюции, то есть фактически поддержали Российскую Федерацию, то из этого списка голосовавших против 6 государств в этом году, ну, просто отошли. То есть они в какой-то мере осознают серьезность тех нарушений, которые Россия совершает на оккупированных украинских землях. Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Это все на сегодня. Оставляйте ваши комментарии под этим видео на YouTube и не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал Крым Реалии. Подпишитесь, чтобы не пропустить новых выпусков. Этот эфир для вас подготовила команда радио Крым Реалии. Меня зовут Сергей Макрушин. Общайтесь с нами в социальных сетях, пишите нам на электронную почту. Крымчане имеют право знать.